Друзья, всем привет, меня зовут Мадьяр, я из Казахстана, и у нас с вами сегодня новый мукбанг. Я сегодня не один, а с Баукой. С Бауржаном. С Давайте Бауржан. будем говорить. Окей, с А Бауржаном. то некоторые люди, оказывается, думают, что меня Баука зовут. Там в сообществе девушка задала вопрос, типа, подумала, что у Бауржана реальное имя Баука. Нет, это, как сказать, Укорочено. укороченное, да. В общем, у нас сегодня донер, картошечка фри, вот такая вот вкуснючая. Тут сырный соус, и все это дело мы будем запивать, ну, классика жанра, Кока-Кола. Да. Да. Так, давай, короче, разолью. Вы долго просили Бауку в эфир. Ну как? Там очень большая конкуренция, по идее, сняться видео. Я ждал 10 тысяч просмотров. Там же есть 10 тысяч просмотров. Вот как раз я приехал. ты ждал? Да, я приехал в Семский, А-а-а. как раз 10 тысяч было. И Видите? вот я здесь. И вы задали вопросы. Да, мы на них сейчас Немного прям, конечно, но мы постараемся ответить на самые интересные. Да, и еще, если у нас видео... Я не хочу, чтобы видео получилось слишком длинным, поэтому мы, возможно, снимем еще одно видео, потому что Баука пока что будет в Семске. Сколько, до 25-го ты сказал, да? В общем, мы, ну, я так думаю, в планах снять еще одну, как бы, часть, да, ответ на вопросы. Чё? Сейчас Мадик подобрал некоторые вопросы и сейчас будем отвечать. Да, вопросы отвечаем на те, которые, как всегда, кто раньше задал, получается, чтобы, ну, справедливо было. Да, он за справедливость. Лига справедливости, У нас, в которую общем, заслужили. у нас, в общем, сейчас донер с курицей. Да. На некоторые вопросы будем очень коротко отвечать, чтобы тут, как говорится, не мять. Попробуй, вкусно. Так. Сейчас сперва попробуем. Давай как попробуем. донер. Да. Ну, по идее, где мы в браунисе взяли? Ну, по идее, в семье самый вкусный донер это Дамде, по-моему. Да? По Ты моему чё? личному. Ну, для меня там нравится. И лучше донера я не Дам, это где? Где Тамаша? Где вот военкомат? А, да, там, типа, в земле, да, ну, типа, в киоск, да, где-то? Как сказать? В Нет. подвале, короче, да? Нет. О, бля. Короче, как-нибудь покажем тебе. Короче, В земле здесь. мне, короче, хвалили, знаете, где? В семье хвалили, в общем, браунис я, ну, часто беру. Потом мне хвалили в Халве, есть такое кафе в Семске. И в этом, не оригами, как же называется? Кстати, это половинка. Добавим туда. Это очень много. По-моему. Че, давай, зачитай первый вопрос, я пока буду отвечать, ты будешь пока есть. Давай. Первый вопрос. От Алены. Давай фамилию прочитай, чтобы это Алена. Крупская. Алена Крупская, вам привет. Да. Привет, привет. Мне там писали, Мадьяр вообще не передает привета, ни поздравления. То вот видите, исправляюсь. Алена Крупская. Первый вопрос, давай. Есть ли интересный случай из школы? Из школы. В общем, я над этим вопросом думал. И знаешь, о чем я вспомнил? Я не помню, был ты на этой вечеринке или не был. В общем, рассказывать это, конечно, будет, как сказать, компромат на многих моих одноклассников. Ну, фиг с ним, расскажу. Я, по идее, один из твоих одноклассников. Я тут Ну, сижу. про тебя там не будет компромата. Короче говоря, мы закончили 9 класс. 9 класс, значит, закончили, все. А у нас в Казахстане, ну, в принципе, я не знаю, в России как, в общем, многие уходили и уходят после 9 класса в колледж, потому что боятся ЕНТ. ЕНТ это типа как типа ЕГЭ, наверное, в России. И, короче говоря, мы заканчиваем школу и собираемся на хате у Ербы, помнишь? Да. Ты был, да? Да, я был. В общем, собрались на его хате, понятное дело, там, она умна, уже сыграем на каждый глаз, ну, это, как сказать, да. Но прикол даже не в этом, прикол в том, что я был старостой, и, значит, мы накрыли стол, и говорят: Мадьяр, ты же староста, давай скажи пару слов. Меня-то поговорить, прости, как говорится, с добрым утром, всегда готов. И в этот момент кто-то открывает бутылку шампанского. И я про себя думаю, у меня такая мысля: если эта крышка от шампанского не попадет мне в глаз, то я не Мадьяр. И что ты думаешь, через пару где-то минут, да вру, через пару секунд это мне крышка от бутылки шампанского прилетает в глаз. Я вообще в шоке, знаешь, вообще потеря у меня, где я, кто я вообще, да? И вот такой был интересный случай. Потому что, ну, таких случаев, конечно, много. Очень много. Очень много. Ну, например, я был старостой, сколько, 2-3 года, по-моему, я был. И как я девчонок там загонял в кабинет, которые хотели там погулять, скажем так. Да. Они же знают, преподы знают, что я справедливый, сразу мне поручали, типа, вот ты следи за тишиной в классе, в общем. А тебе какие в голову приходят эти мысли? Насчет этих Истории, вернее. историй. Может, что-то, я не знаю.
Но история это только то, что как мы игрались, наверное, историю. Вот мы за 11 лет с ним 9 лет учились. Там истории очень много, сейчас даже не вспомнишь. А слушай, как вы бежали за мной. Кстати, мы играли в догонялки всегда. Ну, в пачке гляни, когда маленькие, в младших классах были. И там вообще дело не в скорости вообще, в выносливости. Он просто бежит где-то в 4-м, в 5-м классе, наверное. А я был вот ребенок прям не то что толстый, а прямо жирный был такой. Кабаненок, знаете, такой прям. Он такой был, что он одной рукой мог парту, кажется, сдвинуть. Как делать не... Ты бежишь за ним, и перед тобой может появиться парта. Слушайте, бег с препятствиями, да? Не говори. Вот он бежишь, он устает в конце, уже все дальше. Игра это окончена. победа, короче, и все. Ну, остальные уже компроматы, наверное. Дальше уже, можно сказать, без имен лучше Ну, рассказывать. вообще у нас класс, по идее, был такой веселый, дружный. Ну, дружный болганда. Как и, наверное, в каждом классе было такое несколько, как типа сказать, группировок, наверное, вот так В вот. смысле группировка? Ну, имеется в виду, как... Группы. Ну, группы... Просто. Да. Группировка это чересчур, это ОПГ, наверное, какой-то. ОПГ. Давай, следующий вопрос. Так, следующий. Какую суперспособность вы бы хотели иметь, говорит? Жрать и не Вот. толстеть? Да, вот это была бы классная. Но если этот вопрос вы задаете вот как бы на приколе, то это одно. Вот если вы меня спрашиваете серьезно, прям, да, вот я тоже над этим вопросом вчера думал, ну вот стать невидимкой, там, да, быстро передвигаться, жрать и не толстеть, да, это все понятно. Но я бы хотел, вот если серьезно, я бы хотел лечить людей, а в основном вот деток. То есть вот, потому что когда болеют дети, это такая какая-то, знаете, очень больная тема, очень такая тяжелая, да. И если вот вы серьезно задаете этот вопрос, я бы, наверное, хотел лечить детей. То есть такой исцелять, я бы так сказал. Да. А ты? Что хочешь стать лекарем? Емша? Емши, типа. Ну, чтобы дети, чтобы не болели, короче говоря, вы поняли мою мысль. А у тебя какая? Какую бы суперспособность хотел иметь? Я бы хотел стать, наверное, невидимкой. Серьезно? Да, это интересно. Интересный опыт. Такой сел, невидимка же, в самолет сел и слетал куда-то. Невидимка. Или телепорт. Тоже интересно. В смысле сел? Ты сядешь на что-то место. Как это? Абашка придет, скажет, да я невидимка, тоже давай мне орденант. Как Апашка невидимку увидит-то? Что, гонишь, что ли? Ну да. А Апашка тоже с суперспособностью? Да, я это не учил, честно говоря. Блин, идиотизм полный, конечно. Так, любимое блюдо. Я люблю курдак, шашлыки, все жареное люблю. Но у меня, например, любимое блюдо, это вот любые блюда, которые готовит моя мамочка своими руками. Потому что у меня мама очень вкусно готовит. И ну, классика жанра, конечно же, это манты, бишбармак, котлеты, как мама готовит. Пельмени. Пельмени. Ой, вообще красота. Какие 3 качества, что вам не нравится в людях? Ну, это, в основном, лицемерие. Потом лживые люди. Угу. И двуличные, наверное. И все. Еще не нравятся люди, которые не держат свои слова. Мне, например, на первое место, наверное, я поставил бы жестокость, когда люди жестокие, да? И я так подумал, если бы кто-то из моих знакомых, например, поступил бы жестоко, ну, с теми же животными, например, там, пинал их, там, не знаю, мучил их, то для меня этого человека уже не было бы в моей жизни, то есть я бы его вычеркнул, например, да? Люди безответственные, конечно, дело, что ты не можешь на них положиться, да, они тебя могут подвести. И, конечно, люди, как бабушка сказал, да, лгуны, лжецы, которые там сказали, обещали и не выполнили. Ну, это такие, знаете, непорядочные люди, я бы даже так сказал. Редиски. Редиски, да. Что там вопрос какой я? Так, следующий вопрос от... Это все вопросы, это мы ответили, да? Да. Угу. Следующий Алена, так что вам вопрос от Ангелины. Ангелина, привет. Испытываете ли вы зависть друг к другу? Ну, зависть это... Расскажи, плохо, как ты мне завидуешь. Есть зависть, конечно. Почему? Ну, мне нравится то, что Мадяр умеет наслаждаться жизнью. Вот, у нас есть общий друг Арман, и он рассказывал, что вот хорошо, говорит, Мадяр, вот съездил, например, в Алмату, в Чембулак, например. Я в Алмате был, я там никогда не был. Арман тоже, как бы, на Чембулаке не был. Ты в Бурабай не был, да? Бурабай не было, вот хочу съездить будет. А, кстати, в Астане многих местах был, в которых я не был, хотя я там 7 лет живу.
Так что... кстати, он был даже на экспо, который я не ходил. Я 3 раза на Экспо, представляешь? 3 раза, а я ни разу не был, я даже не ходил. Вот видите, он делает то, что хочет, а у меня есть лень, которую я не могу перебороть иногда. Но ты, наверное, в Астане не был, потому что ты там, типа, живешь, и у тебя такая мысля, типа, ой, когда-нибудь, типа, схожу. Окей, Бакола. Барбар. И, типа, такая мысля, что когда-нибудь схожу, да? Не то, что когда... У меня, короче, ничего интересного там нету, вот так вот, я думаю, все. Ну, Нет. по сути, может быть, так и было. Потому что все, что там было в Экспо, как приехало, так и уехало. Ничего не используется, все так и осталось. Нет, мне понравился Экспо. Ну, он по масштабу он хороший был, но толку-то от нее никакой нету. Нет, ну там, видишь, толк же был в плане, когда люди туда шли смотреть, они смотрели, как бы, типа, экспонаты разных стран. Вот. Вот. То есть в этом был смысл. Вот. Нет. Смысл был в том, чтобы найти Ну, новый источник энергия энергии. будущего. Нет, я тебе говорю, что вот я почему туда шел, чтобы насладиться там. Ну да, чтобы людей увидеть. Да, людей там, вот, там были там с африканских племен люди, да, там я с ними фотался. В общем, было очень много интересных таких людей. И ты вот, человек идет, да, извиняюсь, человек идет, да, и ты понимаешь, что он иностранец. И женщины, и мужчины, это же интересно. Вот я люблю интерес. Ну, Баука, например, мне нравится в нем в характере. Это, наверное, не зависть даже, это просто как бы, что Баука такой спокойный, интеллигентный, с чувством юмора. То есть вот чувство юмора очень мне важно в человеке, потому что я пробовал общаться с несколькими людьми, как сдружиться, да, назовем это так. Но чувство юмора отсутствовало, поэтому, соответственно, ну, как бы не пошло дело общения вот так. Прикинь, ты же говоришь, что там с племен людьми фоткался. И где-то в Африке есть туземцы. Мы, короче, там на экспо были с Мадяром, фоткались, все такое. С ютуб-блогером, да? Тогда они, конечно, не знали, что я стану блогером. А там, оказывается, люди жирные, казахи. Нет, тогда я был худой, сейчас это я жирный. Так, следующий вопрос. Ислам Туралиев. Ислам Туралиев, вам огромный привет. Привет. Какие фильмы любите? О, я фильмы обожаю. Я люблю смотреть фильмы. У меня даже в Инстаграме есть рубрика. Там я рекомендую фильмы. В общем, фильмы я обожаю. Но каждый день у меня разные фильмы, как сказать, мои фавориты в фильмах меняются. Позавчера я посмотрел фильм «Я Сэм» называется. Посмотрите тоже. Или «Игра в прятки» мне нравится с Робертом Де Ниро. Какие фильмы? Ты жанр говоришь? Жанр, да? Ну, жанр мне нравится триллеры. С такой, знаете, с лихо закрученным сюжетом, такой концовкой. Такой, вау, что ты сидишь, ты в шоке вообще. Детективы? Нет, детективный триллер, да, тоже может, как вариант. Ну, по мне, самые лучшие фильмы это фильмы, которые основаны на реальных событиях. Кстати, да, тоже Вот интересно. такие фильмы мне больше нравятся, потому что они более реалистичные. И с другой стороны, из крайности в крайности, как говорится, фантастика мне нравится. Как типа «Хоббит», «Звездные войны», «Властелин колец». Это все интересно, потому что это погружает в другой мир. И это интересно. А ты все части смотрел? Это «Властелин колец», там оно. Да, все смотрел. Прикинь, я ни одну часть не смотрел. Я «Звездные войны» ни одну часть нормально не смотрел. Ничего, нормально. Хотя это все классика же. Ну да. Вот так вот. Угу. Там бокс. Да? Вопрос, да. Домбокс, вам привет. Бокс. Вопрос. Привет, я из Казахстана. И какие у вас планы в будущем? Что хотите делать или заниматься? Ну, вообще, я, честно говоря, давно уже, несколько лет не строю долгосрочных планов, потому что жизнь такая непредсказуема, особенно в наше время, да, что ты не знаешь, что с тобой завтра будет. Поэтому планы не строю, но, как Баука говорил, да, наслаждаться жизнью, жить сегодняшним мгновением, это для меня, так знаете, самое главное сейчас. Ну, заниматься, если мы говорим про YouTube, охота YouTube развивать, чтобы он развивался, чтобы прибавлялись просмотры, подписчики. Вот для меня сейчас все мои планы связаны с YouTube. Вот. У тебя что? Я хочу посетить пару мест. В этом году хочу за рубеж. Я планирую, по идее. У меня все по плану. Классно. И что? Ну и отучиться побыстрее нормально. Защититься. Вот такие вот планы у меня. Но в первую очередь, конечно, посетить какую-нибудь страну. Я тоже, кстати, хочу. Вот так вот. Ты куда хотел поехать? Ну, как минимум, начать с Турции. А там уже и до Европы как бы недалеко. Да. Вот так вот. Так. Вот, кстати, я вот наконец-то съездил в Бурабай. И там очень красиво. Все люди, которые не из Казахстана,
Советую посмотреть, постить. Так. Раимбек Кайсенов. Раимбек Кайсов. Кейсов. Или Кейсов. Кейсов. Раимбек Кейсов, вам огромный привет. Вот я его вопрос прочитал, Раимбека, да? И просто был, как сказать, у меня одолевали сомнения, как же ответить, да? Давай я прочитаю. Мадьяр, если предложили выбрать супер мукбанг, скажем так, через пару недель снять, на выбор только 2 человека. Баука и Елена, та, которая с Алматы. Ваша почему-то. Кого бы вы выбрали? Да, Раимбек, можете вы задать вопрос, я аж прям это... в сомнениях. И Мадьяр в этот момент сделал 2 видео, где говорит, один раз Баужан, и во второй раз Елена. Короче, два финала у меня будет, по идее. Это вопрос не ко мне. Ну, я бы, наверное... Я даже не знаю, как правильно ответить. Ты бы что выбрал? Я бы выбрал Елену, наверное. Потому что у нее есть мукбанг канал, да? Да. Ну, для прироста твоих подписчиков. Вот видите, Для Баука, пиара. какой мудрый Баукова, да, чтобы я его не хотел обидеть. Да, я бы снял с Леной бы, понял, видно. Иди ты на. Нет. На этом мы с вами прощаемся. Да. До свидания. А вам за все мы включаем, да? Так что, да. Я выбрал ее. Да, я бы тоже выбрал Лену. Кстати, Лене привет. Да. Большой Начал смотреть ваши видео, Лена, где вы едите, я забыл, что вы едите. Блины вы едите, очень вкусно. Сегодня досмотрю. Следующий вопрос. Задает Майра Калешева. Правильно я читаю? Угу. Майра Калешева, вам привет, Майра. Здравствуйте, интересно узнать ваше мнение. Молодая семья должна жить отдельно от старшего поколения? Ну, очень хороший вопрос, кстати, Майра. Очень актуальный для нашей страны, для Казахстана. Потому что у нас должны жить, по идее. Ну или как минимум младший. Младший. В семье. Кенже называется. Кенже у нас, да. Ну, если вы спрашиваете мое мнение, идеальный вариант, вот я так считаю, что желательно жить отдельно. Вот честно, да? В некоторых семьях, возможно, это принято, не принято, но я выбрал бы жить отдельно. Но если ситуация складывается так, то смотреть по обстоятельствам. Например, какие отношения между, например, возьмем невестку и свекровку, да? Вот есть, например, моя мама, да, вот такой яркий пример. У меня мама всегда, у нее было, как сказать, одно только желание, чтобы мой брат с моей деньгешкой, да, жили в мире, в любви и так далее. И она никогда не вмешивалась в их отношения. Ну, как бы такой идеальный вариант, да. Если отношения хорошие, почему бы не жить вместе? Это нужно смотреть по отношениям. А если не очень отношения между, понятное дело, свекровью и невесткой, например, да, то, конечно, это прям, мне кажется, искать варианты и быстрее избегать, чтобы любовь была на расстоянии с родственниками, так скажем. Ты как считаешь? Ну, я тоже так думаю, все зависит от обстоятельств, от отношений между семьями. Потому что если человек женится или замуж выходит, то, соответственно, у них отдельная семья. Но я и за то, и за другое. А ты вот, например, женился бы, да? Скажем, завтра женишься, например, образно говоря. Ты бы хотел, чтобы твоя жена жила с своими родителями? Я не против. Не против? Нет. Ну, хотя, скорее всего, я буду жить отдельно, поскольку я живу и работаю в данный момент в другом городе. А мои родители как бы обосновались здесь, им тут комфортнее. Давно живут. Друзья, родственники. Ну, чем что-то не шутит, как бы на будущее не будут загадывать. Вот, для меня это идеальный вариант, когда живут отдельно. Ну, опять-таки, надо смотреть по обстоятельствам. Так, следующий вопрос. Это же было только что. Следующее. Все? Нет, это что же? Были ли драки в школе? Задает Мадьяр, мой тезка Мухлесов. Мадьяр, привет. Вопрос. Были ли драки в школе? Были драки в школе. Вот честно вам скажу, по себе, да, я вообще не люблю драться, ругаться, я такой мирный сам по себе человек. Но... И они не спрашивают, типа, ты дрался или нет? Вообще в школе были? Или в классе у нас? В классе, конечно, но людям же интересно, ты типа дрался или нет. Короче, как бы я вам рассказал, я вообще мирный ребенок, никогда не хотел ни с кем драться, ругаться. Но один раз, короче, в жизни у меня было, что один человек, как сказать, не соклассник, а ученик параллельного класса, да, начал меня прям выводить на драку. То есть вот я иду куда-то в столовую, да, он там меня плечом, он как-то так вводит меня на эмоции.
Я терпел, понимаешь? Потом как разозлился и подрался с ним. Ну, понятное дело, я его побил. Я хочу так, по крайней мере, думать. Я не помню. Я там не был, я не помню. Помнит Баук, он просто этот. А ты? В школе дрался, кстати? Я в школе не дрался, помню. Нет. Ну, гостился, короче. Я самый мелкий был в классе. Ты Больше с кем драться мне? Он самый С был девочками? большим. С девочками я вообще не дрался. С девочками дрались отдельные люди, персонажи. Ну, кстати, был в классе такой чувак, который дрался с девочками. Это была его стезя, скажем так. Он Ты что, там- реально в школе никогда не дрался, что ли? Нет. За школой, да, дрался. За школой где-то. Возле С котенком дома. дрался, походу. Да, сейчас. У нас были такие пацаны, которые всегда типа шырасымба, қорқасымба. Мгм. А мы же казахи. Гордый народ. И типа, да, конечно, ты шығасың, төбелесесің, қайтасың. Чё? Таяқ жедім. Это Баук расписал свой, как сказать, обычный день. Ну, почти таки было. Шахтом. Ой, так вот каждый день дрался прям. Ну, не каждый, но в неделю один раз бывало. У него сутки через трое было. Он сутки подрался, потом трое отдыхает. Ну, было. А так, в основном смотрел, как люди дерутся. В классе, например. Тогда наш вот одноклассник тогда уже был за равноправие, типа, между девушкой и парнем не должно быть. И он дрался с ними, с девчонками. Это представьте, какой 1900 какой-то лохматый год, 90. 90. Ну, 90 какой там. Мы же в каком... 98-м в школу пошли только. А, да, 2000. ну, 2000 с чем-то, да? 4-й, наверное. Он уже тогда, значит, был действительно за равноправие и продвигал идеи феминизма, понимаешь? Да. В массы. Давай еще один вопрос. Все. Вопросов нету. Что, кончилось, да? Да. Так, ну что, мы ответили на несколько вопросов. У нас тут уже 20 с чем-то минут идет съемка. Я надеюсь, как я уже говорил, что мы еще запишем, как говорится, это ролик. Еще один. Что ты не кушаешь? Записывай со своей Аленой. Ну, все равно. Какой Я не Алена? буду. Лена, скажи, какая А, Лена? Лена. Ты что, блин? У тебя будет Алена, значит. Сними с Алены, найди Алену. Ты будешь моей Аленой. Нет, спасибо. Кушай это, Доня, тебя. Я все, я Ну что? теперь хочу. Ну как-то так. Вкусно. Да невкусный, поди. Фри тоже, хоть он и остыл, Угу. но тоже вкусно. Что? Еще сказать можно. Ну, на этом можно и заканчивать, в принципе. Да, ребят. Так, у нас сегодня такое видео получилось. Надеюсь, вам ролик понравится. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комменты. Да. Там есть еще вопросы, на которые мы постараемся ответить. Ой, блин, не в то горло пошло. Постараемся ответить в следующем видео. Вот, надеюсь, снимем. У тебя же нет никаких таких глобальных планов, да, в Семске? Нету. У нас скоро Наурыз. Вообще Которого пойдет. не будет. А что, не будет, да, проводиться? Отменили же. Да ты что? Ну, по крайней мере, в Алмате, в Астане отменили. Типа на площадях нельзя праздновать, да? Нельзя собираться. Ну, у нас, в принципе, тоже, сейчас, типа, ковид, все дела. Ну, будут люди, наверное, по домам, по гостям ходить. Кстати, Как- напишите свое мнение о вакцине Спутник В. Потому что это интересно. Может, что-то вы слышали, что-то узнаете. Кто-то, Вот может, из люди вас из уже России, получил. например, в первую очередь расскажите свои впечатления, то, что вы слышали, чтобы мы более-менее просвещались насчет этого, потому что в Казахстане закупили этих вакцин, сейчас вакцинируют, и как бы информации в основном все позитивные, но мало ли мы хотим узнать, какие есть подводные камни там. Да, возможно, кто-то из вас вакцинировался уже, или из ваших знакомых, родственников. Потому что, как я понимаю, в первую очередь вакцинируют госслужащих. То есть людей, которые, да? В первую очередь Детей? Ой, детей. этих Минздрав был, медики идут, М. потом преподаватели идут, потом менты, ой, извините, полиция, Полиция. да, а потом студенты и так далее. Вот так. Так что напишите свое мнение. Может, у вас есть действительно случаи, когда вы сами получали, или вот опять-таки родственники, знакомые. Ну что, ребят, спасибо вам за внимание. Надеюсь, вам это видео понравится. Вот такие вот дела. Надеемся. Еще увидимся. Пока-пока. Пока. Пока.